Добрий день, Мустафа Ага. Рада вітати вас на Суспільному. І почнімо нашу розмову з теми Криму, вашої батьківщини. А ви, до речі, дивитесь відео вибухів в Криму? Ну, це основне, що я бачу. Як? Знаете, все по-разному вызывает настроение там. Коллаборанты, конечно, очень встревожены, оккупанты тоже. А основная часть, я в первую очередь говорю про наших соотечественников, они радуются, поздравляют. Тобто їх це не лякає, а надихає, так? Ну да. То, что у многих было такое опасение, что вот Украина забудет про Крым, что будут торги относительно прекращения войны за счет уступки Крыма Российской Федерации. А когда начались эти выбухи, особенно когда после того, как назначили министром обороны Рустема Умерова, эти опасения как-то исчезли, и люди действительно очень вдохновились. А якось ви реагуєте на те, що ці вибухи останнім часом почастішали? Ну, это очень нормально. Я думаю, еще они должны быть еще более чаще. И вскоре, наверное, мы уже будем вступать на землю Крыма. Ну, точную дату, конечно, никто не скажет. Даже если бы я знал, не сказал, потому что это такое дело. Но то, что обязательно будем в Крыму, это, во всяком случае, это позиция, слава богу, нашего президента. Он четко сказал, что война не может быть окончена, пока последний квадратный метр Крыма, украинской земли, в том числе Крыма, будет под оккупацией. И это очень хорошо было воспринято на оккупированной территории. И все готовятся. Ну, бывают часто вопросы, а что вот развернутся военные действия здесь, что делать? Я говорю, ну, мы же не русские, мы по мирным объектам стрелять не будем. Там где-то около 160 военных объектов. Держитесь от них подальше. Ну и, конечно, бомбоубежище надо делать. А так все. Некоторые говорят, да хоть в ад превратите, лишь бы скорее пришли. Такие тоже есть. Ось, до речі, нещодавно з'явилася інформація, що Росія створює так званий міжнародний клуб друзів Криму, так, на противагу нашій українській кримській платформі. От про що це може свідчити? І, власне, чи вдалося Україні консолідувати міжнародну спільноту ось навколо теми деокупації Криму? Да нет, союзников России можно пересчитать по пальцам одной руки. Там Северная Корея, Иран, в какой-то мере, может, Венесуэла, которая тоже сейчас, правда, отодвигается от России. Вообще этот клуб так называемых друзей был организован уже, по-моему, в 2014-2015 годах. Он какой-либо активности не проявил. Поэтому перспективы этого клуба нет, и с каждым днем, наверное, перспектив будет все меньше и меньше. Потому что все, ну вот, уже голосование на таких международных майданчиках показывает, что максимум, кто их поддерживает. Нас больше беспокоят те, которые воздерживаются. Я помню 7 апреля, когда Зеленский давал ифтар воинам мусульманам, ну, выступал он, и потом я выступал, а там были послы многих мусульманских стран. И я говорил о том, что я не богослов, я не знаю всех тонкостей мусульманского права, но как рядовой мусульманин я точно знаю, что нейтралитета между добром и злом, между агрессором и жертвой агрессии не может быть. Это грех быть нейтральным. Но я думаю, что вот число нейтральных стран тоже будет уменьшаться, и поддержка Украины будет увеличиваться. А для вас особисто чи стала несподіванкою велика війна? Нет, мы ожидали, мы даже говорили о том, что Россия не ограничится захватом Крыма, и что Крым будет плацдармом для дальнейшего наступления на территорию Украины. И, к сожалению, вот наши заявления они как-то оправдались. А де вас застало перші вибухи? Ви пригадуєте ті дні? Лютого? Здесь был. Здесь был, но я уже знал, что именно вот
24 февраля ночью, где-то под утро, начнутся бомбардировки. І к этому Ви заздалегідь це вже знали дату, так? Да. Як ви готувалися? Какой-либо подготовки не было. Потом мы связались с администрацией президента. Ну, у президента была просьба, чтобы срочно выехать в Турцию по поводу, договориться по поводу поставок кое-какого вооружения, в первую очередь вот этих байрактаров. Мы вместе с Рустемом Умеровым тогда выехали. А моя еще была задача там работать с общественностью. Я там несколько недель так и не слазил с этих экранов турецких. Все время объяснял, что там происходит. Ось навесні ще 2014 року ви спілкувалися з Путіним. От яке у вас тоді склалося враження про цю людину? Меня вот сейчас спрашивают, вот вы виделись с Путиным. Я, во-первых, спрашивали обычно, как вы думаете, он нормальный человек или нет. Я с ним не виделся, только по телефону. Если бы виделся, может быть, по его ужимкам, там бы мог бы какое-то свое видение сказать. Но голос у него был ровный такой, комплиментарный, очень с таким... Он очень тогда много комплиментов мне тогда наговорил. Но он говорил очень странные вещи, которые можно квалифицировать как то, что он нездоровая психика. Вот, например, когда я ему сказал, что вы совершили большую ошибку, вы на многие годы, десятилетия испортили отношения между нашими странами, потому что вам необходимо немедленно выводить свои войска из нашей территории. Он говорит, ну вот, там через 4 дня будет референдум, узнаем мнение крымского народа. Вот такой термин у него. Я говорю, это же референдум незаконный, он противоречит и как украинскому законодательству, и международному праву. И он мне вдруг говорит, но ведь сама Украина незаконно вышла из Советского Союза. Ну, стоп, ты же столько договоров заключал, особенно большой договор 96-го года, где говорится, что никаких территориальных претензий нет, ты с суверенной державой на многие годы заключаешь. Ну, вот такое вот у него. Но в основном у меня создалось впечатление, что он, если уж не восприятие вот этой оккупации благожелательно со стороны коренного народа, то, по крайней мере, он хотел нейтралитета. У него было такое выражение, что вы же известный в мире человек, который придерживается принципа ненасилия. Я надеюсь, что никаких столкновений между крымскими татарами и нашими войсками в Крыму не будет. Что интересно, в тот же самый день он заявлял, что никаких войск у него в Крыму нет. Вот такой вот. Прессу он одно говорил, а мне такое. Я говорю, ну да, у нас есть такой принцип, но этот принцип для защиты своих гражданских прав в своем государстве. Но когда ступает на ту землю чужой сапог, это же там совсем другие принципы. Но крымские татары сами по себе, ну, не в таком соотношении сил с Россией, чтобы воевать с вами. Но мы, как граждане Украины, будем делать то, что решит наше государство. Я тогда почему-то был уверен, что из Киева прозвучит такое: граждане к оружию, страна в опасности. К этому очень многие готовились там в Крыму. Ну, этого не последовало. Но даже если бы был такой призыв, у крымских татар вообще вооружения-то не было тогда. Там в Крыму было такое отношение к крымским татарам до самого последнего дня, вот, до 2014 года, что главной опасностью территориальной целостности Украины в Крыму представляют себе крымские татары. И когда вот эти террористы захватили Совмин и Верховную Раду автономии, ну, там было их всего 130 человек, мы спрашивали, а там где-то в 20 километрах от Симферополя была Альфа по борьбе с терроризмом. Спрашиваем, вы же могли их окружить, даже не надо было убивать.
можно было нейтралитет. Почему ничего не сделали? Так они открыто говорили. Во-первых, приказа не было, а во-вторых, главное для нас, наши цели, нам задачи, мы говорили, что обезопасить от сепаратистських тенденцій зі сторони кримських татар. Ви, до речі, підозрювали тоді, що Путін не обмежиться окупацією лише Криму і Донбасу і піде далі на повномасштабне вторгнення? Ну, вообще, саму оккупацию, то, что вот он дойдет до такой наглости, что присоединит ее к России, мне даже в голову не приходило. Я максимум думал, они сделают так же, как могут сделать, так же, как в 2008 году, в августе 2008 года в Грузии. Отторгнут там Абхазию, Южную Осетию и сделают там марионеточные республики. И когда я согласился уехать в Москву, и просто у меня главная была задача узнать, какие у них конечные цели. У меня тогда планов встречаться с Путиным не было, хотя Шаймиев говорил, что хотел бы с вами встретиться, я тогда отказался, но когда я с Шаймиевым разговаривал, говорю, вы же не можете, это же глупо сделает ваш президент. Почему вы ему не подскажете, что это пагубно, во-первых, и для самой России? И он тогда грустно улыбнулся и говорит, ну вы это скажите ему сами, он ждет на телефоне. И мы тогда вот после этого начался разговор. А то, что вот сразу же после захвата Крыма они быстро начали строить сооружения, создавать, как они выражаются, непотопляемый авианосец с территории Крыма, уже было ясно, что, ну, во-первых, мы ожидали, что в первую очередь они ринутся к водохранилищу, потому что мы перекрыли воду. И всегда я у Министерства обороны спрашивал, насколько у нас защищена территория, потому что нападение может быть с той стороны. Ну, меня уверяли, что там все в порядке, там все готово, но оказалось не так. Чому так сталося, не знаєте? Я думаю, мы об этом будем разбираться уже после войны. Навесні 22-го року ви їздили до Туреччини, брали тоді участь у переговорах щодо звільнення азовців. Власне, що там насправді відбувалося? От хто і які варіанти пропонував? Розкажіть. Я там встречался с главным спикером Эрдогана, Ибрагим Калым. Он сейчас, кстати, возглавляет Центральное разведывательное управление Турции. А он тогда был типа Пескова. Речником. Да, речником, да. И он мне тогда говорил, что на эту тему, ну до этого мы обращались, сделайте что-нибудь, что, тем более, что от одного из командиров и одного крымского татарина пришло к нам видеообращение. Именно с просьбой обратиться к Эрдогану. Мы эти их обращения быстро перевели на язык, на турецкий язык, переслали Эрдогану, и он поручил Ибрагиму Калыну плотно заниматься этим. Так вот, Ибрагим Калын говорил, что дважды разговаривал с Шойгу по поводу экстракции этих наших воинов в Мариуполе. Но тот категорически отказывался и говорил, пусть они будут сдаваться. И тогда они обещают там нормальное обращение. Ибрагим Калын говорит, ну вы же понимаете, что никакой главнокомандующий не даст приказ сдаваться. Ну, давайте просто их выведем оттуда, и они не будут участвовать в военных действиях. Турция берет на себя обязательство держать их у себя, как гостей Турецкой Республики. У нас уже подготовлен корабль, стоит в порту Стамбула. Мы подъедем к Бердянску. В Мариуполе на наших же автобусах, они под наблюдением, по турецким наблюдениям, их перевезем на корабль. Но русские отказались. Вот такое вот эпопея. Так що тогда нічого не вийшло. Туреччина ось декларує підтримку кримських татар. А розкажіть, в чому ось вона проявляється? Ну, во-первых, скажу так, что после первой оккупации Крыма России
многие крымские татары под давлением, то, что у них отнимали землю, надругались над ними, спасая свои жизни, переселились на территорию Османской империи. И сейчас в Турецкой республике турецких граждан крымско-татарского происхождения, ну, по разным оценкам, минимум 3 миллиона, так говорят, 5-7 миллионов. Но то, что подавляющее большинство крымских татар Турции, безусловно, будут отстаивать, что турецкое руководство должно поддерживать территориальную целостность Украины и выдворение оккупантов с Крыма, это однозначно. Это тоже факт. Это не зависит от того, будет там Эрдоган или кто-то. Каждый правитель будет с этим считаться фактором. Говорячи ось про конкретні проєкти, пам'ятаю, що в 2021 році уряд України підписав угоду з урядом Туреччини стосовно будівництва житла для кримських татар-переселенців. І в лютому, здається, 2022 року мало розпочатися це будівництво, однак почалася велика війна. Що нині з цим проєктом? Ну, там было не только вот 500 квартир, но также было еще строительство вот соборной мечети, землю, которую мы сами достали, нам подарил тогда Ренат Ахметов. А под строительство жилья мы вообще-то хотели, чтобы оно было в Киеве, потому что подавляющее большинство крымских татар, которые после оккупации перешли в материковую часть, ну, значительная часть переехала в Киев. По нашим оценкам, где-то около 10 тысяч. И многие, конечно же, нуждаются в жилье. Но тогда все-таки приняли решение эти 500 квартир построить в Херсонской и Николаевской областях. Там даже уже выделили земли, начались было работы, но началась вот эта вот война. Сейчас это дело приостановлено. Да и опасно сейчас начинать какие-то действия, вдруг что-то построить, и снова там разбомбят. Поэтому это приостановлено, но это не снято с повестки. Так что, когда будут лучшие времена, я думаю, то строительство возобновится. У лютому вже буде 10 років, як Росія окупувала Крим. А коли ви там в останній раз були і як їхали тоді з Криму, от пригадайте? Вот когда я выезжал, это было 19 апреля 2014 года, выезжал на сессию Верховной Рады, я каждую неделю езжу туда. Мне на границе, на кордоне зачитали постанову, где о том говорится, что на основании какого-то параграфа миграционной службы России и так далее мне запрещается въезд на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет. То есть уже до 2019 года. Но текст такой, ни подписи, ничего нет, просто с компьютера вытащили и все. А я говорю, а что вы мне запрещаете въезд в Россию? Я вот после освобождения Колымы, из Колымы никогда не ездил, если бы не приглашение вашего Путина. Я не собираюсь вообще туда. Говорят, Крым тоже Россия. Я им, помню, тогда сказал, ну вы тогда очень большие оптимисты, если думаете, что до 2019 года будете здесь. Тогда я так думал. А потом уже я через адвоката Полозова узнал, что они вынесли новое постановление в 2019 году о том, что мне запрещается въезд на территорию Крыма еще на 15 лет, то есть до 2034 года. Ну, тут понятно, конечно, до 1934 года ни я, ни Путин уже на этом свете не будем, но тут хитрость такая есть, что в соответствии с этими российскими правилами, так они были в советском режиме тоже, что людям, которым запрещено въезд на территорию, даже после смерти нельзя. То есть, если я умру, похоронить меня в Крыму они не дают разрешения. Так было, скажем, и с политическими заключенными. Я хорошо помню, вот такой был Владимир Шелков, лидер адвентистов седьмого дня. Его в 1982 году арестовали в те же дни, как и меня. И когда ко мне вот на ссылку приехали, а он, Шелков, через несколько месяцев умер, да? И родственники требовали, чтобы его тело выдали, чтобы по-христиански его похоронить. А КГБ не выдавало. И вот когда ко мне приехали на обыск, я у них спрашивал, что, говорю, за люди, вы хоть мертвого человека, почему не отдаете?
Они на полном серьезе говорят, да вы что, он же еще не отсидел срок. Ему 6 лет давали, то есть надо было 6 лет, он там в лагерном кладбище будет, а потом через 6 лет они еще посмотрят, отдавать или нет. Вот такие правила. А я очень хочу умереть вот на своей земле, быть похороненным там, поэтому надо торопиться. Я вже на порогі свого життя. Ну, так не треба, Мустафа, говорити. Занадто на сумні такі ноти переходити. А, до речі, от про окупований Крим говорячи, там у вас якесь майно залишилось? Оскільки от окупанти останнім часом, да, з'являється інформація, що вони все більше щось там, так звана націоналізація, так, привласнення. Чи ви там цікавились, чему ваше майно? Нет, там они приняли закон о том, что вот те иностранцы, а вот я же иностранец, потому что украинского, российского паспорта не брал, не могут владеть землей в районах, которые имеют выход к морю. А Бахчисарай-Гор, Бахчисарайский район, к маленьким концом выходит все-таки к морю, поэтому он подпадает. И мне жена говорит, она там жила тогда, и говорит, слушай, может быть, их аусвайс все-таки взять, а то же отнимут наш дом. Ну, я такая шутка говорю, если ты их аусвайс возьмешь, то еще ищи себе нового мужа. Но пока они ее не трогают. Жена тоже уже выехала оттуда, она уже не заезжает. От після окупації, після 2014 року, деякі кримські татари, власне, як і українці, так, деякі прийшли на бік ворога. Взагалі багато було зрадників серед кримських татар? Знаете, вот во времена Януковича там была проведена большая чистка персонала от крымских татар, аппарата, управленческого аппарата. Всех, кто там то или иное там сотрудничает с Меджлисом крымско-татарского народа, или считается, что это люди, рекомендованные Меджлисом, были уволены, и их заменили в основном русскими, но и некоторых людей из числа крымских татар, которые по разным причинам были враждебны к Меджлису. Так вот, эти люди сразу после оккупации стали активными коллаборантами. То есть все люди, которых вот Янукович собирал, практически все оказались коллаборантами. Число их небольшое, они у нас все на учете. Но это у нас на учете люди, которые по открытым источникам что-то высказывались в поддержку России. Но есть еще и другие. Против всех их, конечно, будут возбуждены уголовные дела, и они должны понести наказание. Но я как-то в телевизионном обращении говорил о том, что мы бы не хотели кровопролития, не хотели бы репрессий, поэтому самое разумное этим коллаборантам еще до нашего прихода, пока вот тут мост есть, там быстро покинуть Крым. И причем так покинуть, так спрятаться, чтобы мы их не смогли найти. Потому что после смены режима Путина мы же будем требовать у России этих коллаборантов, чтобы нам их отдали. Так говорю, вот так вот вы так спрячетесь, чтобы мы вас не могли найти. Однозначно, конечно, эти люди уже в Крыму жить не смогут. И самое разумное, конечно, что они покинут Крым. Я знаю, что многие из них там ищут себе жилье в Краснодарском крае, где-то же понимают, что им придется уходить. Но численность этих коллаборантов, как вот была в 2014 году, она не увеличивается. Це скільки приблизно, хоча б там уже... Потому что, знаете, какое-то неприятие со стороны общества вот этих людей, ну, скажем, их на свадьбы не зовут, на похороны к ним не походят, с ними не здороваются, за стол не садятся с ними. Она такая вот отторжение идет, и поэтому их число не увеличивается. Говорячи, до речі, про депутатство, ви ось представник кримських татар, який найдовше в українському парламенті. Які от свої найбільші, скажімо так, найважливішу справу от ви можете назвати в Верховній Раді? І що вам не вдалося, про що ви шкодуєте, що не вийшло? Много что не удалось. Ну, например, я очень многие годы добивался принятия закона о восстановлении прав депортированных.
Ну, несколько раз рассматривали. Еще помню, в 2013 или 2012 году, когда я представил, выступил. Ну, там тогда состав парламента был такой. После меня выступал Симоненко, лидер Компартии. Он говорил о том, что крымские татары должны быть благодарны Сталину, должны ему поставить золотой памятник за то, что он их всех не расстрелял, а просто выселил. И часть депутатов аплодировала ему. Правда, потом выступил один представитель Народного Руха, он сказал: я горжусь тем, что генерал, который руководил депортацией крымских татар, вскоре был взят в плен украинскими националистами и как собака расстрелян. Мы хоть как-то за наших крымско-татарских братьев отомстили. То есть такая была вот ситуация в парламенте. И я помню, когда поставили на голосование, оно не прошло. И этот закон был принят уже только после 2014 года. Он уже практического значения не имел, хотя, конечно, это важно было принять. Не удалось принять закон о восстановлении исторической топонимии. Это очень важно для крымско-татарского народа, потому что после депортации буквально все 1118 населенных пунктов были русифицированы, советизированы. Но и это не удалось. Ну, вот так по мелочи. Большинство документов, необходимых для восстановления законных прав крымских татар, были в основном приняты после оккупации. В первую очередь, это вот постановление 20 марта 2014 года о гарантиях прав крымско-татарского народа, где четко говорится, что коренной народ Крыма имеет право на самоопределение в рамках украинского государства. Это было очень важно для нас. Закон инициационный, но составленный был нами, закон о коренных народах. Мы принять этого закона 30 лет добивались, и все безуспешно. Но, слава Богу, Зеленскому, он по своей инициативе, слава Богу, что у него там было вот это большинство, и оно на ура прошло здесь. Сейчас, правда, еще есть несколько документов, которые надо обязательно, с нашей точки зрения, принять. Это закон о статусе крымско-татарского народа. И надо еще внести поправки в Конституцию Украины, 10 главу, где говорится об автономной республике. Это аморфная автономная республика, она, по сути, была русской республикой, должна быть переформатирована на национально-территориальную автономию на основе права коренного народа на самоопределение. Тут были там разные высказывались опасения, а как так, там, что вот крымские татары будут господствовать, ничего подобного. Там никакого господства нет. Единственная преференция – это что крымско-татарский язык на территории автономии наряду с государственным будет официальным языком. И кроме того, предусматривается квота представительства крымских татар в структурах представительской и других ветвях власти на уровне 33%. Это не дает возможность диктовать кому-то, но она дает возможность, по крайней мере, защищать свои права. Это, кстати говоря, было в резолюции Европарламента тоже в 2021 году, где четко говорилось о том, что Украина для интеграции с Евросоюзом должна принять такие законы. В первую очередь закон о коренных народах, закон о статусе и поправки Конституции. Сейчас пока принят вот этот закон, но президент настроен принимать и другие остальные тоже. Только вот с поправками в Конституцию будет трудно, потому что в соответствии с нашими законами в военное время менять Конституцию нельзя. Но даже если принять закон о статусе крымско-татарского народа, это будет очень большая моральная поддержка, особенно перед возвращением наших войск на територію Криму. Не можу вас не спитати про нового міністра Рустема Умєрова. До речі, ви кілька разів сьогодні його вже згадували. Відомо, що він раніше працював у вашій команді, а ось нині він звертається до вас за порадами? Да, он приходит. Он же мне еще говорит: вы же меня не увольняли, я же у вас помощник. Поэтому приходит советуется. А в чому радиться? В яких питаннях? Ну, з того, що можна говорити.
Но он недавно сказал мне одну такую вещь, не знаю, это в прессе. Он говорит, когда начнется вторжение наше в Крым, я сложу себе полномочия министра и пойду с автоматом. Я не могу отправлять на смерть людей, освобождать по землю, а сам быть в стороне. Я говорю, ну да, пусть тогда и Зеленский возьмет автомат, пойдет, все министры пойдут. Что получится тогда? Ты как министр должен принять такой план, так разработать, чтобы было меньше потерь. Они, в чем тут? Нет, это чисто морально, это я просто так не могу. Ну, не знаю, еще до этого времени есть. Я говорю, ладно, тогда я рядом з тобою теж буду. А чи буде повернення Криму? Яким воно має бути? Вообще у нас стратегия была сначала ликвидировать все их вот эти военные точки, а их около 160, разные базы, там, гарнизоны. А потом уже, я думаю, что речь шла о том, что первоначально, сейчас я не знаю, там может быть некоторые коррективы, порвать все контакты с внешним миром. То есть ликвидировать Крымский мост и сухопутный путь отрезать от Крыма, и тогда русские войска в Крыму окажутся в мешке. У них будет два выбора. Или сдаваться в плен, или отправляться к Кобзону, как говорится. Не исключалось также форсирование Днепра, но вот этот взрыв Каховской гидростанции очень много испортил, потому что там все превратилось в болото. Но я знаю, что сейчас там уже создается на левом берегу Днепра плацдарм. Если вот этот плацдарм усилится, и мы сможем от берега их отогнать, тогда можно будет их форсировать. Но сейчас напрямую форсировать Днепр, это будет огромные потери. И мы против такого. Вашу родину депортували з Криму, коли ви були ще немовлям, так? Однак ви постійно якраз боролися за Крим, за повернення Криму, за права кримських татар. Ось що вам давало ці сили і що надихало на це? Я просто выполнял свой долг. Позиция такая: выполняй свой долг независимо от возможных для тебя лично последствий. Я откровенно скажу, я даже не думал, не особо-то и мечталось, что вот при жизни мне удастся вернуться на свою родину. Мы тогда еще вели разговоры, это в 80-х годах мы вели разговоры о том, что, ну да, ясно, что при нашей жизни мы не сможем вернуться, поэтому надо готовить следующее поколение людей, которые после нас будут бороться за Крым. Но все получилось по-другому. Советская власть исчезла, а мы вернулись на родину. А зараз що вас надихає на це? А то, что мы обовязково... Ну, опять-таки, даже если бы кто-то мне сказал, что никогда вы Крым не освободите, но я бы все равно продолжал бы, потому что это мой долг. Если не выполнять свой долг, то уже себя не чувствуешь нормальным человеком. Кстати говоря, вот такая же позиция была у многих диссидентов вот, в советское время. Еще помню, там, когда вот эти собирались диссиденты, так выпьем, друзья, за успех нашего безнадежного дела. Такого. Но каждый шел на это в меру своих сил и возможностей. Правда, не у всех одинаковый запас прочности. Кто-то после первого срока отходил в сторону, кто после второго, а кто до конца. Дякуємо за вашу позицію. І, власне, спасибі за розмови і що погодились на наше інтерв'ю, Мустафа Ага. Все добре.